Здравствуйте, уважаемые студенты. Меня зовут Айдос Нурбулатович. Я мастер производственного обучения в Алматинском автомеханическом колледже. Сегодня я проведу с вами дистанционное обучение на тему техника безопасности при работе на токарных станках. Перед началом работы подготовить надо рабочее место, инструмент, приспособление, привести в порядок свою одежду, заправить одежду, застегнуть все рукава, все пуговицы застегнуть. Если волосы длинные, надо убрать под головной убор. Запрещается работать в перчатках, без очков, убирать стружки голыми руками. Для этого есть специальный крючок, убрать стружки или кожаная перчатка. Надо проверить сперва заземление. Заземление не должно быть оборвано. Если оборвано, то надо первым случаем сообщить мастеру или электрику. Потом, следующим образом, мы проверяем станок на холостом ходу. Не должно ничего лишнего здесь быть. Если есть, то надо убрать. Потом, следующее. Кнопка Push Start проверяем, работает или нет. Экстренное торможение. И здесь должен быть защитный механик концевик. Он тоже должен быть работать. Это тоже считается как экстренное торможение. Смазка станка. То есть мы должны смазывать станок. Это происходит так. Смазываем все пазы. Надо проверить, надежно ли закреплена заготовка на патроне. Потом, по технике безопасности нельзя оставлять ключ в патроне. То есть закрепил, убрал ключ в сторону. Нельзя оставлять в патроне ключ. Нельзя, категорически запрещается удлинять токарный ключ. Категорически запрещается. Потом, второе. Проверить надо резцы, на правильные закреплены или нет. То есть проверяется на двух пальцах. Не должны выступать от двух пальцев. И проверяем резцы на надежное закрепление. Если обрабатываемая деталь длинная, то эту деталь мы закрепляем в задней лапке. Измерение заготовки обрабатываемой измеряется только тогда, когда полная остановка станка. После завершения работы на станках убирается заготовка, отодвигается задняя бабка, убираются резцы, убирается станок, потом отключается от электроэнергии. На этом наш видеоурок подошел к концу. Спасибо за внимание.